Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В 12 метрах от центрального входа в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави располагаются остатки величественного мавзолея одному из казахских ханов. И уже одно то, что этот казахский хан заслужил право быть похороненным в собственном мавзолее, недалеко от святого для всех тюрков места, свидетельствует о том, каким огромным уважением и почетом пользовался этот казахский правитель. Ни одному из казахских ханов ни до, ни после не удавалось добиться такого огромного уважения, чтобы на территории комплекса Ходжи Ахмеда Яссави ему возвели собственный мавзолей. Даже великий Аблай-хан и тот был похоронен в самом мавзолее Ходжи Ахмеда Яссави, а не в отдельном мавзолее. Зовут этого казахского правителя Есім, но в казахском народе он больше известен как Еңсегей бойлы Ер Есім хан. Уже одно это прозвище наглядно рисует нам образ отважного, храброго воина, обладавшего богатырским телосложением. И действительно это было так. Есім был очень высокого роста, богатырского телосложения и по всей казахской степи славился как выдающийся воин. Но кто же такой Есім и почему только он удостоился чести быть похороненным в собственном мавзолее рядом с Азрет-Султаном? Вообще настоящее имя Есіма было Ес-Мухаммед, но как это принято в казахских семьях, его имя изменили в ласкательное Есім. Под этим именем он и стал известен в казахской истории. Согласно трудам Кадыргали Жалаири, Есім родился предположительно в 1565 году и был младшим сыном казахского хана Шигая. Его мать Яхшым-бегім была второй женой Шигая и происходила из древнего тюркского рода Чагат, обладавшего немалым влиянием в сибирском ханстве. Таким образом, Есім был правнуком одного из основателей казахского ханства Жәнібека и внуком самого младшего из его 9 сыновей Жәдіка. Детство и юность Есіма пришлись на очень сложные времена. Появившееся всего около 100 лет назад молодое казахское государство почти со всех сторон было окружено врагами. На востоке постоянно угроза исходила от ойратов, на западе могущественное Бухарское ханство, где правили мечтавшие вернуться в Дэшт-и-Кипчак потомки Абул-Хаира. На севере Сибирское ханство и Ногайская Орда, на юге коварный Моголистан, готовый заключить союз против казахов с кем угодно. В этих условиях еще и погибает отважный Хакназар, с именем которого казахи связывали возрождение казахского ханства. И на казахский престол избирается отец Есіма Шигай, которому на тот момент было около 80 лет. Конечно же, избрание отца казахским ханом в корне изменило жизнь юного Есіма. Сразу же хочется сказать, что хотя Есім и был младшим сыном Шигая от его второй жены, тем не менее большинство казахских биев и батыров предпочитали посадить на казахский престол после Шигая именно юного Есіма. Это объяснялось следующими обстоятельствами. Во-первых, Есім с детства воспитывался своим дядей, великим казахским ханом Хакназаром, и перенял от него такие качества, как беззаветная любовь к родной земле и готовность к самопожертвованию во благо родного народа. Во-вторых, Есім, как я уже говорил выше, отличался несравненной отвагой, был прекрасным батыром и отважным воином, не знавшим поражений. В-третьих, Есім, в отличие от своих старших братьев, не служил наемником и всегда находился на родной земле. Однако после скоропостижной смерти хана Шигая свои права на казахский престол выдвинул старший брат Есіма, доблестный Тәуекел-Бахадур, спешно возвратившийся на родину. А юный Есім, которого его сторонники подговаривали выступить против брата, отказался от борьбы и, наоборот, активно поддержал своего брата и стал одним из его верных полководцев. Именно в это время, восхищаясь его бесстрашием и мужеством, народ назвал его Еңсегей бойлы Ер Есім. Вскоре Есім практически становится вторым после Тәуекеля человеком в казахском ханстве. Самым опасным и коварным противником казахского государства в это время была Бухара. Правившие в Бухаре шейбаниды продолжали мечтать о возвращении в Дэшт и Кипчак
и о том, чтобы отомстить казахским ханам, которые когда-то изгнали их предка Мухаммеда Шайбани. И хан Тәуекел прекрасно понимал, что уничтожить эту угрозу можно только одним путем – захватив Бухару и свергнув шайбанидов. И в проведении этой политики самым верным соратником Тәуекеля стал его младший брат Есім, под началом которого, согласно Искандеру Мунши и Мухаммаду Авазу, было собственное войско из 20 тысяч воинов. Когда в 1598 году хан Тәуекел выходит в очередной поход против Бухары, Есім также выдвигается вместе с ним. Вскоре братьям удается нанести шайбанидам огромный урон и подчинить своей власти почти весь Мавераннахр. После этого хан Тәуекел назначает Есіма наместником Самарканда, а сам выдвигается на захват Бухары. Однако под Бухарой войско Тәуекеля неожиданно терпит поражение, а сам хан получает смертельное ранение и приказывает отступить к Ташкенту, где и умирает. В таких условиях в казахском государстве снова могли начаться междоусобные войны, так как Тәуекел-хан не успел назначить преемника. Но ситуацию спасает отважный Есім, который со своей армией прибывает в Ташкент и заставляет провозгласить себя новым казахским ханом. Сев на ханский престол, Есім сразу же приступает к проведению ряда мероприятий и реформ, которые и позволяют называть его самым великим казахским ханом. Во-первых, Есім немедленно берется за организацию отпора наступающим войскам Бухары. Дав несколько сражений бухарцам, Есім тем самым показывает, что казахи не ослабели и обладают еще немалой силой для борьбы против врага. И в 1599 году Бухара запрашивает мира, согласившись на присоединение к казахскому ханству Самарканда, Шахрухи, Канки, Андижана, Маргулана, Оша, Коканда и почти всей Ферганской долины. Таким образом, Есім окончательно определяет территорию казахского ханства. И все последующие казахские ханы только занимались тем, что старались отстоять те земли, которые объединил Есім-хан. Во-вторых, Есім переносит столицу казахского ханства из древнего Саганака в священный Яссы, который был переименован в Туркестан. В-третьих, Есім смог окончательно объединить под своей властью всех казахских султанов. Если по отношению к некоторым казахским султанам, таким как сыновья доблестного Тәуекеля, Хусейну, Мурату и Сайжалу, Есім использовал метод переговоров, другим казахским султанам, как Турсын, которые даже были готовы на раздел казахского ханства, ему пришлось применить жестокие репрессии. В-четвертых, Есім смог подчинить своей власти киргизов и каракалпаков, включив их окончательно в состав казахского ханства. В-пятых, именно Есім-хан стал первым казахским правителем, который укрепил восточные границы казахского государства. Сегодня мы вполне резонно утверждаем, что большая часть современного восточного Туркестана – это традиционные земли казахов. Но первым казахским правителем, который вступил в борьбу за земли восточного Туркестана, называя их исконно тюркскими землями, является именно Есім-хан. Когда в 1619 году к Есім-хану обратился могульский султан Абдрахим, которого изгнал с его законного престола правитель Кашгарии Абак, Есім-хан решил ему помочь. В этом и состояла дальновидность Есім-хана. Он прекрасно понимал, что если ему сейчас удастся, пользуясь междоусобицами в Могулии, установить власть казахов хотя бы в западной части восточного Туркестана, то в будущем эти земли станут буферной зоной между казахами и быстро растущим Китаем. И согласитесь, Есім-хан оказался прав. Западный Синьцзянь сегодня действительно является буферной зоной между Казахстаном и Китаем. И именно благодаря такой политике Есім-хана Китай не имеет прямого выхода к территории Казахстана, потому что на пути Пекина стоят казахские племена восточного Туркестана, которых впервые туда переселил именно Есім-хан. В-шестых, Есім-хан окончательно утвердил ханафитский мазхаб в казахском государстве. Если все казахские правители до него были вполне толерантными людьми, то именно Есім-хан провозгласил ханафитский ислам государственной религией казахского ханства. В-седьмых, Есім-хан уделял большое внимание развитию науки.
Сегодня всему миру известно имя выдающегося средневекового ученого Абылғазы. Однако мало кто знает, что огромную роль в его судьбе сыграл именно Есім хан. Когда в 1625 году молодого тогда Абылғазы родные братья выгнали из Ургенча, только Есім хан согласился приютить Абылғазы, дал ему дворец в священном Туркестане и окружил полной заботой. И так Абылғазы прожил в Туркестане около 5 лет, хотя и был выходцем из династии шейбанидов, то есть из врагов казахского народа. Но Есім хан, оказав ему заботу, еще раз проявил дальновидность. Приютив Абылғазы, он обеспечил казахам доброжелательного шейбанида. И когда в 1644 году Абылғазы стал ханом Хивы, он до самой смерти помнил добро казахов и ни разу не позволил своим войскам воевать с казахами. Восьмых, Есім хан является единственным казахским ханом, который старался вести войну на территории противника. Есім хан прекрасно понимал, что война наносит огромный ущерб мирной жизни казахов, и потому всегда старался не допустить врага на родную землю, нанося упреждающий удар. В-девятых, когда на востоке казахского ханства появились ойраты, многие казахские султаны не осознавали всю опасность, которая исходила от них. Но именно Есім хан понял, что ойраты пришли на эти земли не случайно и не временно. Потому Есім хан быстро организовал большую армию, собрал наиболее прославленных казахских батыров и во владениях ойратов нанес им несколько крупных поражений. В итоге намечавшееся вторжение ойратских племен на казахские земли было предотвращено еще на 50 лет назад. В-десятых, именно Есім хан смог объединить нормы ислама, степные обычаи и казахские традиции в один сборник законов, получивший в истории название Есім ханның ескі жолы. Вот таким был отважный Есім хан. И кто знает, проживи Есім хан подольше, вероятнее судьба казахского государства сложилась бы иначе. Но в 1628 году Есім хан неожиданно умирает в возрасте 63 лет. Основными причинами такой скоропостижной кончины великого хана можно отметить следующее. Во-первых, это его постоянная жизнь в боевых действиях и походах. Все 30 лет своего правления Есім хан был вынужден провести в седле боевого коня, отражая многочисленных врагов казахского народа. Во-вторых, обожая родной народ, он с большим сожалением и очень близко к сердцу воспринимал каждое восстание казахских султанов. И последним и решающим ударом для его здоровья стало выступление султана Турсына, которого Есім хан считал своим братом. Когда умер отважный Есім хан, это стало национальной трагедией для всего казахского народа. Пользовавшись огромным уважением и почетом, обладавший большой популярностью, отважный Есім хан по воле всего казахского народа был похоронен на территории священного комплекса Ходжи Ахмеда Яссауи. При этом специально для Есім хана в непосредственной близости от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи был построен небольшой величественный мавзолей. До наших дней дошли только остатки этого некогда величественного мавзолея Есім хана. Однако хочется верить, что власти Казахстана сделают все возможное для реставрации мавзолея Есім хана, так как Есім хан всей своей жизнью доказал, что заслужил право называться самым великим казахским правителем в казахской истории. Распространяйте данный видеоролик, потому что каждый казах должен знать вклад отважного Есім хана в развитие казахского ханства. И не забудьте поставить лайк под этим видео, а также подписаться на мой канал. Обязательно включите уведомления, так как в самом ближайшем будущем, Аллах бюрса, я выпущу еще 2 видеоролика, посвященных Есім хану. Если в одном видеоролике я расскажу историю трагического катаганского побоища, то в другом ознакомлю вас с легендарным сборником законов Есім ханның ескі жолы. До следующей встречи, друзья!